Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Я беру свою фотокамеру и отправляюсь в долгие прогулки по полуострову для того, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому в эфире телеканала АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. Прогулки по Крыму с Алексеем Гайворонским. Давайте вместе откроем эту землю. Одна из самых крупных и заметных построек Бахчисарайского ханского дворца – это Соколиная башня. Она стоит обособленно на самом краю дворцового комплекса и во многом определяет его общий силуэт. Что же нам известно об этом сооружении и о том дворике, который окружает его? Ответы на эти вопросы мы попытаемся найти в сегодняшней передаче. Соколиная башня – это массивное здание, обшитое досками и крытое черепичной крышей, которая украшена бронзовым полумесяцем – алемом. Башня возвышается над всеми крышами хан-сарая, уступая высотою лишь минаретам большой ханской мечети. Войдя внутрь Соколиной башни, мы попадаем в просторное помещение, где скрипучая деревянная лестница в несколько маршей ведет нас наверх. Поднявшись по этой лестнице, мы выходим на верхнюю смотровую площадку башни, чьи окна смотрят во все стороны и прикрыты декоративными деревянными решетками. Посмотрев вниз из окна, мы увидим главным образом густые ветви старых каштанов, что закрывают вид на дворец. Однако в ханские времена, когда центральная дворцовая площадь еще не была засажена деревьями, дворец просматривался отсюда, как на ладони. С Соколиной башни прекрасно виден и двор ханского гарема. Собственно, сама башня тоже является частью гаремных построек, и потому насладиться видом дворца и города с этой площадки было дозволено далеко не каждому, а лишь самому хану и проживавшим в его гареме женщинам. Дамы гарема имели возможность, не покидая своего жилища, наблюдать с башни все торжества, празднества и парады, что проходили на Дворцовой площади. Как подсказывает ее название, Соколиная башня могла иметь еще одно предназначение. По преданию, в ее среднем ярусе располагались вольеры с ханскими охотничьими соколами. Охота с соколом на пернатую дичь или с беркутом на лисицу была весьма популярна среди крымско-татарской знати. Эта традиция сохранилась до наших дней в разных странах Ближнего Востока, где имеет статус престижного, элитного спорта, доступного лишь для очень богатых людей. В Крыму обитает два вида охотничьих соколов – сапсан и балабан. Сейчас эти птицы на полуострове очень редки, да и в прошлом не были особо многочисленны. Тем больше они ценились среди крымских мастеров соколиной охоты. Но самой редкой и дорогой ловчей птицей считался крупный полярный сокол, белый кречет, стоивший баснословных денег. В Крыму он никогда не водился и попадал сюда лишь из-за рубежа, с далекого севера. Белых кречетов, как великую ценность, изредка присылали в дар крымским ханам московские цари и польские короли.
Учитывая, что путь посольств между Бахчисараем и Москвой или Варшавой занимал целые месяцы, а кречет, как и любой другой сокол, птица нежная и прихотливая, довести его живым до Крыма требовало немалого искусства и умения. При ханском дворе существовали специальные служащие – хушчи или сокольники, которые ухаживали за ханскими ловчими птицами и тренировали их для охоты. Заведя речь об охоте с обученными животными, можно вспомнить об еще одной ее разновидности – охоте с гепардом. О том, что крымские ханы занимались ею, свидетельствуют документы начала XVI века, где среди прочих придворных должностей упоминаются барсчи, то есть те, кто отвечал за содержание гепардов. В Индии и в Иране с гепардом охотились на антилоп. В Крыму тоже водилась подходящая дичь – антилопа сайгак, к нашему времени уже полностью истребленная. А гепардов, вероятнее всего, сюда завозили из степей нынешнего Казахстана. Где и как ханы содержали этих царственных зверей, сведений не сохранилось. Единичные упоминания о ханских барсчи относятся к тем временам, когда Бахчисарайский дворец еще не был построен. И, наконец, завершая экскурс в ту область живого мира, что тем или иным образом была связана с традициями ханского дворца, стоит упомянуть и о фазанах. Есть сведения о том, что этих красивых птиц содержали здесь же, в нижнем этаже Соколиной башни. Сегодня фазаны на крымских лугах не редкость, но расселили их там уже в советскую пору. А до того времени фазан на полуострове не обитал, привозился сюда с Кавказа и считался большой диковинкой. Таким образом, Соколиную башню можно было бы образно назвать сокровищницей живых драгоценностей ханского дворца, то есть редких дорогостоящих птиц. Остается, правда, не вполне ясным, как могло сочетаться наличие при этих птицах мужской прислуги с закрытостью гарема, частью комплекса которого, по всей видимости, являлась эта постройка. Потому вовсе не исключено, что сведения о содержании соколов именно в этой башне – это предание, степень достоверности которого еще нуждается в подтверждении. Впрочем, это далеко не единственная из тех загадок, что ставит перед исследователями Соколиная башня. Одна из таких тайн – это, например, некий загадочный дворец, который в ханское время был пристроен к подножию башни. От него не сохранилось ни описаний, ни изображений. Известно лишь то, что он назывался Персидским дворцом и был разрушен в 1820-х годах. Это произошло во время так называемого ремонта, который проводил во дворце архитектор Колодин. Чтобы не тратиться на починку покосившихся от старости дворцовых зданий, некоторые из них было решено попросту снести. В этот список, увы, вошел и Персидский дворец. Он был разрушен, как и прочие здания рядом с ним. Из всех построек в этом дворике уцелела лишь Соколиная башня, да и ту существенно переделали. Ведь если в ханское время ее стены были оштукатурены, покрыты росписями и выглядели словно каменные, то Колодин заменил штукатурку досками, что значительно удешевило работу. После этих разрушений дворик, что прилегает к Соколиной башне, и приобрел вид обширного пустыря, каковым остается и до ныне. Он называется Персидским садом, хотя сегодня уже мало чем напоминает сад. Как же выглядела эта часть дворца изначально, во времена Крымского ханства? Об этом известно не так-то много, однако кое-какие сведения на этот счет все-таки сохранились. Старый план дворца показывает здесь два здания гарема, гаремную кухню, сады с фонтанами и галереями, а также покои султанов, вероятно, помещения для тех ханских братьев, племянников и прочих родичей, что навещали хана во дворце. Раскопки, начатые в Персидском саду около 10 лет назад, показали, что этот перечень далеко не полон.
В земле были обнаружены фундаменты бань и различных других построек, которые не были обозначены на старом плане. Очевидно, что какие-то здания, корпуса были пристроены и к стенам дворика. В этих стенах до сих пор можно увидеть ниши от внутренних каминов. Еще одна постройка, уцелевшая в Персидском саду наряду с Соколиной башней, это небольшой фонтан у стены. На террасе над ним прежде располагался цветник с дорожками. Этот фонтан был далеко не единственным здесь, и на их былое изобилие намекает само название Персидского сада. Ведь сады под названием Персидских существовали не только в Бахчисарайском дворце. Персидский сад – это очень популярный тип паркового благоустройства, распространенный по всему Ближнему Востоку. По своему основному замыслу Персидский сад должен изображать рай. А из центра рая, по представлениям мировых религий, в 4 стороны света истекают реки. В Библии, в книге Бытия, они названы Фисон, Гихон, Хиддекиль и Ефрат, а в 47-й суре Корана – реками из воды, молока, вина и меда. Поэтому в любом персидском саду было принято сооружать центральный фонтан и 4 длинных каскада или бассейна, которые символизировали эти райские реки. Примеров подобных сооружений в мире немало, и самым известным из них являются бассейны у знаменитого мавзолея Тадж-Махал в Индии. Они тоже выполнены в виде 4 рек, берущих начало у единого источника. Нечто подобное было построено и здесь, в Бахчисарайском ханском дворце. На старом плане мы тоже видим сооружение с фонтаном посередине и 4 полосами, идущими в стороны от него. Не исключено, что таких райских фонтанов тут было даже несколько, но подтвердить это смогут лишь дальнейшие археологические раскопки. Бахчисарайский дворец нередко сравнивают с раем. И здесь, в этом уголке Хан-Сарая, такое сравнение оправдано как нигде, поскольку именно в Персидском саду ханские архитекторы сознательно и целенаправленно пытались воссоздать райский сад. Остается лишь представить, какими редкостными деревьями и цветами был наполнен этот сад, орошаемый множеством родников. Остается лишь пожелать, чтобы этот совершенно особенный и в то же время еще очень малоизученный уголок Хан-Сарая, Соколиная башня и Персидский сад, когда-нибудь восстановил свое былое великолепие рая, созданного на земле человеческими руками.